команда. Вот эта вот команда с крестами на лбах, которую они рисуют там, демонстрируя свою как бы религиозность, являются ли они верующими людьми, или они являются фарисеями на самом деле? Потому что многое из того, что делает Трамп и люди из его команды, не только говорят, но и делают, оно, ну, лично меня заставляет, хотя всегда считала себя, ну, не правым, а правоцентристом, скажем так, центристом, но с правым уклоном. Сейчас вот просто все, что они вытворяют, я воспринимаю как мракобесие и желание отойти наоборот в левую сторону. Возможно, это ошибка с моей стороны. Как вы объясняете поведение этих людей с точки зрения вот, христианства, с точки зрения христианской морали, с точки зрения, ну что они же это пропагандируют, они это провозглашают, борьбу за вот эти так называемые традиционные ценности, так называемые, я подчеркиваю. Как вы оцениваете деятельность вот Трампа и тех людей, которые сейчас находятся у власти в Соединенных Штатах, с точки зрения религиозности, верования, с точки зрения христианства? Я недаром говорил о близости Трампа и Путина, и не официальной какой-то близости, а близости по психологии. И, Танюша, все, что это, их отношение к христианству, это сплошное лицемерие, это популизм. Если одним словом, это популизм. Ради своих политических целей, ради прихода к власти, они способны на любой цинизм, на провозглашение чего так удобно. Притом они учитывают, вы знаете, учитывают настроение так называемой одноэтажной Америки, вот срединного, так сказать, срединного класса, вот этого американца, этих ковбоев. Я больше скажу, я как раз так получилось, что я был в Штатах и в таком республиканском штате, как Флорида, во время первой избирательной кампании, вот, когда когда победил Байден, кстати. И я был знаком там и с нашими соотечественниками, и даже земляками, которые горой за Трампа. Потому что они против нашествия, и потом люди, нельзя сказать, что непорядочные или глупые, или необразованные. Люди, которые считают, что наплыв нелегальных иммигрантов – это плохо, которые считают, что демократы, они совершенно слабые. Приводили мне кучу примеров, когда говорят, вот, мэр города республиканец, в городе порядок, в городе чистота, в городе хорошо работает полиция, в городе меньше преступлений. Вот. Где губернатор, то же самое. Сравните с другими штатами, где демократы, республиканцы на голову выше. Это мне говорили достаточно нормальные люди. И кое в чем они правы. Вот. Но, учитывая действительно результат первого срока Трампа, проголосовать второй за него срок можно было только из-за беззубой во многом политики Байдена. Ну, тут главную, на мой взгляд, одну из главных ролей сыграло бегство из Афганистана, такое непорядочное бегство, когда вы, если помните эти случаи, люди висели на шасси, то есть людей, которые поддерживали какие-то демократические все-таки устремления Афганистана, их оставили на уничтожение экстремизму. Вот и все, исламским экстремистам. Вот что такое Талибан, в конце концов. И к чему я это все говорю, что сейчас очень бы хотелось надеяться на свержение Трампа. Почему? Ну, Гренландия, ну, Канада 51-й штат, ну, Панама, ну, Мексика. Вы же понимаете, что оно ж такое, как Путин. Абсолютно. И вот, я уже шучу, 51, я вспоминаю, это не сразу Трамп родился. Почему я говорю о деградации? Президент Буш-младший не знал, где Канада.
не знал, где Канада. Это из сферы анекдотов. И это потом шли президенты, и Барак Обама, эти совершенно беззубые в международном отношении. Вспомните всю эту историю с Ираком. И что я уже смеюсь, а не посоветовать ли Трампу стать 85-м субъектом Российской Федерации? Ой, это... То есть я не верю ни одному слову. Он привел, вот правильно Александр Валерьевич сказал, это люди с фашистской ценностной ориентацией. Они и про христианство. Кстати, Гитлер тоже в определенном смысле нажимал на традиционные арийские ценности. Вот, и, кстати, Папа Римский был на его стороне тогда. И сейчас мы видим, как Папа Римский иногда странные вещи заявляет. И 12-е еще как. Я-то как бы изучал, я-то помню эти вещи, несмотря на свой юный возраст. Вот такие, ни одному слову не верю.